Если мы хотим добиться быстрого результата, то его можно решить силой. Быстро добьешься, можно завоевать страну, но так народ уйдет в леса, партизанить будет. То есть это как бы очень проблематично. Можно применить другой способ. Можно народ опоить винищем, когда он не будет ничего понимать. Это называется оружие геноцида. Такой способ тоже есть управление. Можно еще более устойчиво применить оружие. Это экономическое оружие. Давать взаймы вождю племени, а расплачиваться уже будут дети и внуки вождя. Но есть еще более совершенные средства. Это информационное оружие. Можно людей завоевать с помощью какого-то религиозного культа, с помощью исторического мифа. Но самое главное, если людям дать неправильное мировоззрение, то можно манипулировать их сознанием. Ну и, наконец, самое высшее оружие – это мировоззренческое оружие, приоритет мировоззренческий. Можно людям дать такое представление о мире и такую систему знаний, которая позволит их разбираться самостоятельно в происходящем. А можно дать такие знания, такое мировоззрение, которые не позволят человеку самостоятельно разбираться в происходящем. Таким человеком проще управлять, то есть он не понимает, что происходит.